Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Новости на сегодняшний день таковы. Выписали из клиники Алтая после сложной операции на шее. Ждем результата гистологии. Чувствует он себя хорошо. Снижаем дозы обезболивающих, пьем антибиотик, обрабатываем шов. Пока все. Будем вас информировать. Ты еще руки лежишь, да, мой сладкий? Сладкий мой, сладкий. Ну что, тогда пошлите. Чего у тебя лапки дрожат, что ли? Ты мой сладкий. Тихо, тихо, тихо. Выписали нас сегодня. Будем дома принимать таблетки и смотреть и ждать гистологию. Будем дальше жить, надеюсь. Да, малыш? По котику Филу в стационаре его смогли стабилизировать, он ожил, заработали все органы внутренние его, почки, печень, поджелудочная. Его тоже выписали из стационара. Чувствует он себя хорошо, вполне хорошо. Теперь другая у нас проблема. Колоть инсулин надо строго по часам. Но вот нет у меня такого времени, не могу быть ради кота дома в нужный час, чтобы уколоть. Все-таки надо быть привязанным к дому, чтобы ухаживать за животным с диабетом. Может, у кого есть возможность взять его к себе. Котик-то беспроблемный, спокойный, ласковый. Да и колоть не так сложно. Самое сложное – это быть дома по часам.
Хочу сегодня рассказать вам, как тяжело выживать якутским собакам даже летом. И даже когда собака уходит из города, подальше от людей, чтобы не мешать, ютится на окраине, приспосабливается выживать без человека, ненавязчиво, не навязывает себя никому. И даже в таком случае человек умудряется достать и везде, разорить ее укромное место, разрушить, сжечь, прогонит любую животинку. Вот как происходит сейчас с обитанием Пьеро, о котором мы упоминали ранее. Ведь жил он или выживал среди заброшенных гаражей, на мусорке, на отшибе, не ушел в стаю, не прибился к другим собакам. Умный песик. Помогал выжить и щенкам там же, на той помойке, чью мамку убили, растил их, заботился. На крышах этих гаражей свили гнезда редкие птицы. В Якутске почти нет птиц. Там сложно выжить. Теперь эти птицы с криком кружат и ищут своих птенцов, так как гаражи снесли, а гнезда разлетелись по помойке. Пришел человек с техникой, с тракторами и все в одночасье разрушил. Нет, человек не создал, не построил приют. Человек-разрушитель, несущий зло. И вот наш Пьеро, на которого в итоге так никто и не откликнулся взять к себе, остался без элементарной крыши над головой, где у него была в углу сено, которое покупали еще зимой волонтеры, на котором он лежал, зарывался в мороз. И вот теперь груда развалин, где любая плита или доски с гвоздями могут упасть на голову и пришибить насмерть. Скоро придут трактора со дня на день, снесут и оставшуюся развалюху. Пьеро и 3 щенка-подростка прячутся в этих руинах. И значит, они в опасности. Но нет приюта в городе, нет передержки. Нет доброго человека и в больших городах, кто захотел бы спасти, кто бы нам написал и согласился бы взять. Что делать? Что бы вы сделали, кроме как посоветовать взять снова мне на кураторство 135-й собакой, что нереально в принципе? Неужели мы так все бессильны? Но хоть кто-нибудь один, живущий в частном доме, может, захотел бы, откликнулся, тогда бы мы как-то напрягались, искали быстрее пассажира. Но хоть что-то, кто-то, но неужели ни одного человека нет, желающих? Люди, откликнитесь, подумайте. Подумайте, кто может приютить Пьеро или 3 щенков, которые там ютятся. Их жизнь в опасности. И вот бредет наш Пьеро с опущенной головой, не понимая своей вины, за что такая жизнь. Почему он мешает везде, всем.